Жители Сыктывкара и Ухты смогут дать новогодним елкам вторую жизнь. Региональный оператор «Севера» проводит уже традиционную экологическую акцию, в рамках которой можно не только уменьшить количество мусора после праздников, но и помочь братьям нашим меньшим. Как именно, узнала Виктория Науменко. Елена Сенцова – одна из немногих ухтинок, кто каждый год ставит именно живую елку. Такова семейная традиция, делится девушка. К акции «Вторая жизнь елкам» Елена присоединилась с самого начала, в 2019-м. Каждый год у нас в семье традиция, мы ставим живую ель. И акция от рекоператора «Мы можем дать новогодней елке вторую жизнь». Мне кажется, что это, несомненно, здорово. Так, убирая новогоднюю ель, мы ее не будем выбрасывать в мусорный контейнер, а поставим рядом именно с местом сбора мусора, для того, чтобы эта новогодняя ель послужила доброму городу, в нашем городе. По сути, это все, что необходимо для участия в акции. Вынести отжившее свою зеленую красавицу в правильное место, рядом с контейнером. Люди активно выносят, ставят рядом, отдельной машиной мы проедем, все соберем, передадим в приют для того, чтобы могли использовать либо для топки печей, либо для подстилки животных, переработать щепу. То есть, соответственно, все елки приедут по назначению. Приюты всегда остро нуждаются в поддержке благотворителей. Ценно любое сырье, поскольку финансов всегда недостает, говорят сотрудники. Очень много средств уходит и на оплату электроэнергии, и зарплаты работникам. Те деньги контрактные, которые нам выплачивают по контракту, они не позволяют, скажем так, разбогатеть. Помочь животным и сберечь экологию. Акция регионального оператора «Севера. Вторая жизнь елкам» нацелена на решение сразу двух задач. Елка – это не только главный символ Нового года, но и ценное сырье для приютов животных. В этом жители республики убеждают уже третий год. В этот раз акцию решили провести совместно с Центром ЖКХ «Контроль» в Коми. Планируем начать это после 14 числа. В этом году мы собираем в двух муниципалитетах. Это в городе Сыктывкаре и в Ухте. В крупных городах России уже есть практика сдачи новогодних елок в специальные пункты приема. Ведь если просто выбросить деревце на свалку, то без кислорода оно начнет вырабатывать метан и наносить вред атмосфере. Во многих городах деревья также принимают в зоопарки. В земле дерево разлагается 30 лет. На свалке же елки будут лежать столетиями вместе с другими отходами. А вот деревья, которые сдают на переработку, не только не наносят вред окружающей среде, но и приносят ощутимую пользу братьям нашим меньшим. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.